То есть его несколько раз приглашали на объект. То есть если сейчас в этом году все подрядчики, которые сейчас участвуют в ремонте ограждающих конструкций, каждый по несколько раз приходил, то есть мерил свои силы, возможности, прежде чем участвовать в конкурсе, то в прошлом году такого не было. Соответственно, подрядчик конкурс выиграл, но придя на объект, он просто не оценил свои возможности. В прошлом году почему такого не было? Как вот в этом году провели? Это ремонтный подрядчик. Ну вот столько трудностей. Там же ходунком сейчас застеклили, ходунком там начали зашивать. Из-за этого же отказался, правильно? Не могли же там ходунок повесить. У них не оказался такой. Да, у них технических возможностей. Ну, поэтому я спрашиваю, почему тогда положение, когда вы разрабатывали, писали, не указали? В этом году был... Кто тендер участвует, кто тендер, он должен знать. Туда подъездные пути никак невозможно. Как они будут стеклить, как они будут закрывать. Вы должны быть положение, там, когда разрабатывать, вы должны указать. У них должны быть такие техники. Или нет? В техническом задании было это указано, но мое мнение, что это непосредственно подход подрядчика был неадекватным к этой ситуации. Такие работы в Кыргызстане очень редко проводятся, поэтому, видимо, подрядчик не оценил свои возможности. Ну да, еще надо, Гим отвечайте. Ошол утуалган, тендерди утуалган фирма уже компания отвечает же кимдер мында жоопкерчиликке тартылды. Вот выиграл тендер, потом отказался и сорвал. Так и было. Правильно? Кто скажет? Жолдос Кожоновтан, Хорватарна говорю, грамотно. У них гарантийный взнос, и что-то было или нет? Тендер выиграл и все, потом отказался и никакая ответственность не несет. Tendер'in tribunasını yazılıp, tendер'in açıklarında Türkiye'den garantiyini ulaştırır. Neyse. 30 yapar. O sol егерде tendер'in utualıp durup, sonra şekilde отказ atman olsa, штрафный санкцияны берет, сол 30'ını сол заказчиктің пайдасына алып кетеді. Ошо канча өлчөндү? Было, да, у вас? От тендера, да, от суммы тендера. Сколько процентов они носят гарантийный взнос? И потом черный список носит, оказывается. Штрафчук? 5%, по-моему.